Так, хорошо? Да, да. Да, я прошу прощения за технические неполадки, просто здесь... Вот, в любом случае, я рад всех приветствовать в это московское утро, в это полуполуденное время, вечернее время в Якутии, в раннее утро в Европе, в общем, везде в мире, где нас слушают. И для меня эта встреча сегодня особенно важна. Якутия – это один из немногих регионов в России, где я практически никогда не был. Я был там совсем немножко, с востока Якутии, из Аяна. Я перемещался, вот мы на вертолете летали на реку Мая, и мне это особенно интересно говорить, потому что отчасти это те места, которые описаны в романе Леонида Юзефовича «Зимняя дорога». И мы обязательно будем сегодня об этом романе говорить. И вообще я считаю, что у нас сегодня такой звездный состав участников. И, конечно, мне бы очень хотелось представить и Олега Гавриловича Сидорова, это известный якутский писатель, журналист, ученый, исследователь, заведующий кафедрой журналистики Якутского Северо-Восточного федерального университета. И, конечно, с особым удовольствием я представляю своего доброго друга, старшего коллегу Леонида Абрамовича Юзефовича, на мой взгляд, действительно одного из самых крупных современных русских писателей. Он дважды лауреат премии «Большая книга», премии «Национальный бестселлер». И, по-моему, самый скромный из всех лауреатов этой премии. Действительно, это большая удача, что нам удалось позвать сегодня Леонида в гости. Поэтому, Леонид, большое спасибо за согласие принять участие в этой нашей сегодняшней программе. И я знаю, что Леонид Абрамович побывал вот совсем недавно в Якутии, буквально вернулся оттуда несколько дней тому назад. И я думаю, что для него это тоже было важное и очень интересное путешествие, потому что именно в Якутии Леонид Абрамович вообще автор многих замечательных романов и сценариев к фильмам. Я уверен, что нашей аудитории известно его имя. У него был такой прекрасный роман «Самодержец пустыни», посвященный барону Унгерну и всей вот этой вот монгольской истории. Был роман «Журавли и карлики», на мой взгляд, одно из лучших произведений русской литературы о 90-х годах, вот об этой новой нашей смуте конца прошлого века. Поэтому если кто-то не читал вдруг эти произведения, то я их горячо рекомендую нашей аудитории. И, наконец, вот роман «Зимняя дорога», который посвящен такой не самый известный. Вот я честно скажу, что когда я читал этот роман, то я для себя все там открывал новое. Уж казалось бы, сколько мы изучали нашу историю, сколько мы читали самого разного про гражданскую войну в России, но какие-то есть совершенно потрясающие интересные страницы. И вот мастерство историка, мастерство исследователя, мастерство писателя, который пытается постичь вот эти действительно самые драматические изломы русской истории XX века. В общем, для меня это было огромное удовольствие этот роман читать. Но я знаю, что действие этого романа происходит в краю, где вот Леонид побывал только 2 недели тому назад, или там, неделю тому назад. А роман был написан раньше. Поэтому у меня вот такой вопрос, может быть, мы сейчас главными спикерами сделаем именно Олега Гавриловича, который принимал Леонида Абрамовича в Якутии, и, ну и самого Леонида. Вот как... Леш, как извини, пожалуйста, я вмешаюсь. Да. Ты самую главную хозяйку Амги не представил. Ой, Без этого не пойдет дорога. Я прошу прощения, да. Сейчас, Валер, может быть, даже лучше ты тогда точнее владеешь ситуацией. Да, я представлю, потому что это действительно настоящая заведующая хозяйка. библиотекой, как я понимаю, в Амги, да? Не просто библиотека, она заведует директор Амгинской межпоселенческой централизованной библиотечной сети. И кроме этого, она замечательная хозяйка. Если бы вы знали, какое варенье земляничное она варит, вы бы тут же бросили все и поехали в Амгу. Пожалуйста, Алексей Николаевич. Да, и эта библиотека, как я понимаю, носит имя Короленко. И мы сегодня тоже об этом писателе будем говорить. Вот, поэтому вот давайте мы так эти наши темы обозначим. Но все-таки вот вопрос к Леониду. Вот как это интересно писать об этой земле, писать об этом крае, описывать природу, описывать там все эти реки, озера, снега так подробно, как они там голодали, герои, да, как они этих оленей искали, как они взаимодействовали с якутами. И вот потом это увидеть своими глазами. Понятно, что ровно 100 лет прошло, да, практически ровно 100 лет прошло вот между твоим путешествием и действием романа, но все равно вот о впечатлениях.
Ну, Алексей, конечно, впечатления необыкновенно сильные, просто поразительные. Я в моем возрасте уже, знаете, вот в старости все равно наш эмоциональный как бы вот регистр, он уже не так ярок, не так силен. И вот я был сам потрясен тем, что я просто как юноша там бегал, на все это смотрел, и вот просто сердце мое переполнялось этими ощущениями. В Якутии я бывал, А, и раньше до бывал, того, да? как я писал, да, но не в этих местах. Так же, как Мгм. вы были с востока, я бывал в Якутии с юга. Нас туда направляли тушить лесные пожары, когда я служил в армии, но я кроме леса ничего не видел. Но я жил 2 года в Бурятии, я вырос на Урале, я много раз бывал в Сибири, я бывал на побережье Тихоокеанском, там же, где были вы. И, конечно, я представляю себе эту землю. И в то же время вот эти люди и отношение к этому месту, вот Сосыль-Сысы, где сражались Пепеляев и Строт, для меня было вот просто сильнейшим потрясением. Могу рассказать подробнее, но я бы хотел только вас поправить. Я был в Амге буквально неделю назад, и Евдокия Михайловна принимала нас в библиотеке, и там не только земляничное варенье хорошо. Там замечательное варенье из боярышника, которое я никогда не пробовал. Там варенье из щавеля, которое я не угадал, что это, из чего оно сделано. И там, наконец, в Амге делают поразительный сыр, который, мне кажется, мог бы составить славу России на международном масштабе. Так что вот я очень рад увидеть снова Евдокию Михайловну. Ну что же, это замечательно. Евдокия Михайловна, извините, еще Бога ради, что я вас не сразу представил. Вот. А я так понимаю, что у Леонида была встреча с читателями, наверное, да? Да. А может быть, вы расскажете вот вообще о вашей библиотеке, о том, как эта встреча прошла, какие вопросы задавали? Вы ко мне или к Нет, к Евдокии? Евдокии Михайловне. Добрый день, уважаемые наши гости, ну все мы, всем большой привет, Самги. Очень много народу собралось бы, если бы не пандемия. Но тем не менее в нашем маленьком читальном зале собралось довольно-таки много народу. Мы благодарны нашему земляку Олегу Сидоровичу, что он привозит к нам знакомых с писателями, и с вами еще, вот, которые вы к нам приезжали еще летом, да. И, конечно, было, даже приехали с поселка Смяньги, где прошли последние бои из Белестяха. Это краевед Михаил Алексеев. Очень много он сувениров подарил гражданской войны. И, конечно, задавали вопросы, потому что раньше, когда был советский период, да, мы говорили, что Строт герой. А закрытая была тема о белогвардейцах. И вот мы, амгинцы, открыли вновь историю вот этого движения. Мы прекрасно знали, что Сокотско, вот Аянский тракт, когда, вы помните, наверное, что Гончаров писал об этом тракте, извините, как Паллада, да? И вот по этому тракту к нам вот белый генерал Пепеляев приехал. Конечно, противостояние было очень большое. Наше вот маленькое село 2 раза было в осаде. Сосыль-Сысы, это, представьте себе, в феврале месяце это 50-градусные морозы большие, да, и вот такие вот бои, это вообще уму не послышно. Свыше 50 градусов, да, вот. Но тем не менее мы открыли для себя произведение вот Пепеляева человеком очень интеллигентным, очень таким думающим о народе. И он сразу не взял же осады Сосыль-Сысы. И сочувствующий, мне кажется, герой вот Пепеляев такой. Но у нас в библиотеке есть книги, мы автограф взяли писателя, да, у вас. И очень рада, что я сама тоже, вы мне подарили свою книгу. И теперь у нас совсем другое понимание вот, истории вот этой гражданской войны. Люди, которые пришли к нам встретиться, тоже были тоже восприняли вот этот роман, да, документальную книгу очень хорошо.
много вопросов было вам задано, да? И вы нам очень-очень хорошо, прежде чем начать вот эту встречу, вы нам очень хорошо изъяснили вот про Пепеляева. Мы очень рады были встрече с вами. Спасибо вам большое. Евдокия Михайловна, можно я тоже как читатель и как человек, присутствующий на встречах с Леонидом Абрамовичем, совершенно влюбленный в его книгу, вот, скажу, что она живет своей жизнью уже. Есть группа людей, которые вот, настолько увлечены противостоянием вот этих двух рыцарей гражданской войны, генерала Пепеляева и командира Красного Строда. Это удивительное противостояние. Вот, что это встречи, они продолжаются. Вот я думаю, здесь в зале Татьяна Сигбатульна присутствует, усилиями которой открыты таблички на домах, где были арестованы Строд и Пепеляев. Вот. И я хочу сказать, что Амга – это вообще место рыцарей. Вот. Была встреча Пепеляева и Строда, о которой говорила Евдокия Михайловна. А, в общем-то, незадолго до них здесь жил другой рыцарь. Вот его портрет вы видите на полках, да, Владимир Галактионович Короленко. И сказать, что все в Амге проникнуто им, это ничего не сказать. Это действительно место, вот, которое, наверное, мы все знаем благодаря ему. Да, я вот тоже очень рад, что именно благодаря нашей сегодняшней встрече я прочитал Короленко. Мне как-то раньше вот не приходилось читать его воспоминания о его жизни в Якутии. По-моему, «История моего современника» – это называется книга, которую он писал на склоне лет. И, конечно, вот Амга глазами русского политического ссыльного, якутский быт, там какие-то совершенно потрясающие детали, связанные со скопцами русскими. Я даже не представлял, что они тоже в этих краях находились в ссылке. Или там удивительно, совершенно вот он описывает семейную пару, когда муж и жена ругают, ну как бы конфликт у них, ссора, и при этом они поют друг другу и в песне высказывают друг другу претензии. То есть вот Короленко своим взглядом писателя настолько удивительно, фантастическая совершенно земля это Якутия, что иногда думаешь, вот хорошо, что царское правительство их туда отправляло. И для них был какой-то жизненный опыт и просвещение, они несли и запечатлели вот какие-то очень важные подробности истории. Мне очень интересно, что об этом думает Олег Гаврилович, да, вот ваш якутский взгляд на всю эту проблему, ну, может быть, вот взаимоотношения русской культуры, якутской культуры, взгляд русского человека на якутский народ. Вот ваш взгляд, Олег. Да, добрый день, Алексей Николаевич. Ну, мне кажется, вот как бы односложно ответить на ваш вопрос очень сложно. На самом деле, конечно, якутская культура, особенно вот якутская литература, они испытали влияние именно русской литературы и, конечно, в том числе и журналистика. Вот, и это взаимодействие, вот оно сложилось примерно 400 лет назад, и, конечно, с первых, так сказать, знакомств вот, русской культурой, русской литературой, вот якутская, ну, так образованная часть, еще там в 17-18 веке, они как раз именно вот старались приобщиться через русский язык, русскую культуру мировой. И они видели в этом такой некий знак, да, вот, и даже вот в выражениях это было как белый царь, да, то есть русский император воспринимался как некий символ просвещения, да, то, что он принес вот, ну, как бы благодать, и через это православие, православную веру это пришло в том числе. И первые книги – это переводы на якутский язык православных текстов. Поэтому это влияние, конечно, огромное, и мы всегда вот с детства знаем, насколько вот и Короленко, и он оказал влияние вообще на Амгу, да, значит, первые наши просветители, вот Виктор Васильев или Николай Афанасьев, они же его ученики, вот они выросшие именно вот в школе Короленко, получившие знания, вот они потом стали, ну, вот, например, тот же Николай Егорович Афанасьев, он один из создателей первого букваря на якутском языке, хотя он по национальности, смешанной национальности, да, а Виктор Васильев работал в Кунсткамере, стал известным этнографом. Вот это наша как бы гордость, Амги тоже, да, вот эти имена.
Потом, ну, конечно, мы все помним, как Гончаров описал, сравнил Амгу с Украиной, там хлеба, это все. И, конечно, вот, а тем более в 20 веке это, ну, невозможно представить. И не зря, вот, допустим, Алексей Алексеевич Кулаковский, он говорил, он написал в своем, так сказать, завещании, духовном завещании, можно даже так назвать, посланник якутской интеллигенции, что нам надо дружить, надо жить в дружбе с русским народом, с русской культурой. Вот это как бы наше настоящее, наше будущее. И мне кажется, вот все эти годы якутская интеллигенция и народ именно вот живут по заветам Алексея Алексеевича Кулаковского. Потом и в 30-х, и Платон Алексеевич Аюнский, естественно, они понимали, насколько вот язык, русский язык, это такой мостик к науке, язык науки, культуры. Поэтому тут, что сказать, это и сегодня мы не представляем себя вот вне вот русского языка, русской культуры. Поэтому это очень замечательный проект «Многоликая Россия», и очень я благодарен, что вы выбрали именно вот Якутию, да, вторым вашим как бы проектом после Сахалина. Потому что на самом деле это Якутия не только вот огромная территория, да, там вот вначале вот очень хорошо тут показали, сколько тут Франции, там Германии, да, это так территориально, но в то же время вот именно якутская культура как раз вот, наверное, один из тех национальных культур России, который как бы позиционирует именно вот свое родство души именно с русской культурой. Это многие очень подчеркивают, и якутский народ это из тюркскоязычных, наверное, нас всего, по-моему, два народа православные, да, из тюркоязычных. Да, вот, поэтому это тоже очень важная часть. И вот я, например, Олег Сидоров, да, имена наши. И потом в Якутии, вот Валерий, кстати, очень правильно, когда приезжал летом, заметил, тут вот Евдокия, Афанасий, такие имена, Иннокентий, они у нас сохранились и вот передаются из поколения в поколение, да, вот, так что это, безусловно, это очень хороший проект, и мы рады, что, в общем-то, вы нас пригласили принять участие. Да, спасибо большое, Олег Гаврилович. Я, кстати, когда в Википедии посмотрел про вас, то обратил внимание, что вашу маму звали или зовут Матрена Егоровна. Да, это тоже такое прекрасное словосочетание, да, Матрена Егоровна, мама. Мне очень, да, приятно то, что вы рассказываете, смысл слышать то, что вы говорите, тем более у нас с вами хорошие отношения, давние, и мы с вами не так давно встречались и в стенах литературного института, и для Литинститута Якутия тоже такая особая территория России, особая республика. Вы знаете, что у нас учится якутская группа, да, то есть мы готовим переводчиков художественной литературы с якутского языка. И у нас есть очень интересный проект с Олегом Сидоровым в Литинституте. Мы хотим сделать антологию современной якутской прозы. Да, и вот мы готовим такой сборник. Мы знаем, что в следующем году в Якутии будет большой праздник, будет, как я понимаю, столетие, да, образования республики, и вот мы надеемся, что к этому юбилею мы выпустим такой сборник современной якутской литературы. Это тоже история чрезвычайно такая важная для нас и интересная. Вот. Но я знаю, что вот Валерий Владимирович настолько серьезно готовился к сегодняшней нашей встрече, что он летом тоже отправился в Якутию, провел там 9 каких-то совершенно фантастических дней своей жизни, очень интересно об этом рассказывал. Может быть, два слова тоже ты скажешь, Валер, вот что тебя поразило в Якутии, вот что самое важное, что ты увидел там? Вот я хочу сказать, и, может быть, где-то вернуться к роману «Зимняя дорога», потому что на самом деле, вот ты правильно сказал, Леонид Абрамович, человек очень скромный, вот, а на самом деле этот роман – это энциклопедия якутской жизни, потому что кроме того, что он рассказывает о противостоянии двух удивительных людей совершенно, достаточно сказать, что Анатолий Николаевич Пепеляев, генерал, не расстрелял практически за войну ни одного пленного. Он тысячами отпускал красноармейцев, потому что он не воевал против народа. Его называли так, мужицкий генерал. Вот, кроме этого противостояния, это удивительная
такая вот удивительный рассказ о Якутии. И когда я читал вот этот роман «Зимняя дорога», я думал, удивительно, как точно определено все. Потому что у меня сложилось впечатление, когда я был в Якутии, разговаривал с людьми, что вот такое отношение к интеллигенции, оно мало где есть, да, потому что такое впечатление, вот Якутия же огромная страна, на ней проживает сейчас около 1 миллиона человек, а в начале века еще меньше было, вот, и многие же просто занимаются охотой, там, оленеводством, да, люди, в общем-то, не имеющие образования, и тем не менее весь народ так уважал и любил свою интеллигенцию, имена которых просто вот вписаны, я не знаю, чем, но вот, которые они знали, может быть, не читали то, что они говорят, что восстание якутов, вот, которое поддержал Пепеляев, вызвано было во многом несправедливым отношением к этой интеллигенции, что их арестовали, там, высекли, расстреляли. То есть якутский народ возмутился отношением к своим детям, которых они как бы подняли и вот возвысили на верхушку горы. И это удивительно в книге подчеркнуто, потому что там вводятся представители интеллигенции, которые так или иначе связаны с якутской культурой. Вот, поэтому читаешь эту книгу не просто как там, историю гражданской войны, а просто как историю культуры Якутии. Вот, именно вот это отношение к интеллигенции меня прежде всего поразило. Это, конечно, удивительно. Удивительно, учитывая эти просторы якутские. Вот. Ну и, конечно, очень много другое, о чем, наверное, мы будем дальше говорить, когда мы переберемся на юг. Вот какой-то такой мистический мир, который нельзя не почувствовать в Якутии. Да? Огромное пространство, где никто не живет, но ты чувствуешь присутствие людей какое-то. Вот как ты чувствуешь это не передать словами. Какое-то вот сообщение есть между людьми, такое на уровне сознания, общения. Вот это самое главное, пожалуй. Да, это все очень интересно. Я помню, мне еще вот Владимир Ильич Толстой, тоже наш очень хороший друг, и короче, любит Якутию. Кстати, вот он всем шлет огромный привет. Мы буквально с Татьяной Владимировной 2 дня тому назад с ним общались на уже упоминавшемся конгрессе Рапряла в Екатеринбурге, а он президент Рапряла, Российской ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Вот он тоже мне рассказывал о своих путешествиях в Якутию, он влюблен в эту страну, и рассказывал про Русское Устье, тоже такое интереснейшее место на карте Якутии, это устье Индигирки. Кстати, у Валентина Григорьевича Распутина есть очень интересный очерк, посвященный этой земле, вот, где сохранился русский этнос, русский язык, сохранился, вот, ну, может быть, не такой, какой он был там в 17 веке, но, по крайней мере, он действительно отличается вот от того языка, на котором говорим мы, и своей образностью, и своей точностью. Но вот хотел бы все-таки еще Леонида спросить, а почему именно в Якутии проходило завершение, ну, можно сказать, что в каком-то смысле эта история Пепеляева – это уже такой финальный аккорд в гражданском войне, в этом противостоянии красных и белых. Почему все-таки это проходило именно в Якутии? И вот я когда читал, я думал, а были ли шансы у Пепеляева переломить ход русской истории 20 века? И вот то, о чем так интересно в романе написано, что он понимал обреченность, и в то же время какая-то там такое двуголосие очень интересное, мысли героя и мысли автора. Вот все-таки спросить автора, понятно, история там не терпит сослагательного наклонения, все мы это знаем, но тем не менее, вот были какие-то шансы там что-то по-другому повернуть в русской истории? Леонид Абрамович. Ну, я не думаю, что у Пепеляева были шансы что-то повернуть в русской истории. Ведь в 22 году, в 21-м, 22-м, когда уже только Дальний Восток остался в руках у белых, и они понимали обреченность Приморья, у них же были планы перебазировать войска, правительства на Камчатку. И вот поход Пепеляева – это как бы вот такой осколок этого последнего плана. У белых уже вот во времена Детеривца, после братьев Меркуловых в Приморье, у них просто не было уже ни сил, ни энергии, ни средств. Они уже устали от этой войны, от этой безнадежности. И это, конечно, был утопический проект переместить вот центр сопротивления на Камчатку.
тем не менее, все-таки они воспринимали вот якутское восстание как некую надежду для себя. И поход Пепеляева, он именно с этим и связан. Но он связан еще и с тем, что Пепеляев же был вот таким народником по своим убеждениям, как и Короленко. И какая-то есть в этом, кстати, какая-то странная такая вот случайность, знаменательная, что Пепеляев не сумел продвинуться на запад дальше Амги, именно вот там, где был в ссылке Короленко. Так что нет, конечно, шансов никаких не было, но он мог захватить Якутск. Тут опять тоже вступила, вот, сыграла роль случайность. И тогда бы гражданская война продлилась бы еще на. Но у него вот не получилось. Но все-таки он был обречен. Ну да, конечно. Ведь он же, когда высадился в Аяне, ведь Владивосток еще оставался в руках дел. И он, когда там оказался, он вообще был последним. Вы знаете, вот в годы моей юности, конец гражданской войны датировали ноябрем 20-го года взятием Перекопа. Потом конец гражданской войны все-таки справедливо снесли на октябрь 22-го года падение Владивостока. А вот сейчас я встречался там именно вот с якутскими историками и краеведами, и они совершенно резонно говорят, что последнее сражение между регулярными войсками и красными и белыми прошли в марте 23-го года в Якутии. И в принципе, вот мне тоже кажется, что последняя точка была поставлена там. Ну, это, ведь, знаете, как переименование улиц, связанное с определенными финансовыми затратами и неудобствами. Изменить дату окончания гражданской войны – это не так просто. Хотя фактически она кончилась вот там, в Якутии. А потом вот в Амге, вот в этой библиотеке, вот ко мне, например, подошла девушка подписать мою книгу. И я, когда подписывал, я ее спросил, как ваша фамилия? Ну, сказала, Карман. И у меня вот эта фамилия прозвучала прям как музыка сфер, потому что это фамилия того человека, того якута, в усадьбе которого Строт оборонялся от Пепеляева. И поскольку Строт вообще был там легендарным национальным героем, то своего сына, хозяина этой усадьбы, потом назвал Строт. Строт Карман. И вот девушка, которой я подписывал книгу, это его брат. И ты, конечно, как-то так вот начинаешь о таких вещах думать, как все это близко. Для якутов вообще очень близко. Вот это место меня совершенно поразило. Ведь там часть этой усадьбы, ничего, что я говорю, да? Очень хорошо, очень интересно, да, конечно. Часть этой усадьбы в 98 году сгорела. Местные жители ее сами восстановили. Вот мы когда туда пришли, а мы туда добирались 11 часов, и я ужасно жалел, что мы доберемся в темноте. Мы не могли через Амгу переправиться. Но когда мы вот туда прибыли и вот поставили эти машины в ряд, и фары, у нас было там 4 машины, и вот они фарами выхватили из тьмы эту желтую траву осеннюю, которая припорошена снежком, эти черные бревенчатые стены, в которых есть дырки от пуль до сих пор. И когда мы вошли в это здание, и там полуразрушенный камелек, очаг, то первое, что мы сделали, это, значит, мы положили туда 3 оладьи по якутскому обычаю. И потом мне вот там с нами были местные жители ближайших сел, не только Амге, там еще ближе есть село Абага. И вот они мне говорят, например, что здесь до сих пор в тишине ночами слышны выстрелы. Что слышны? Слышны выстрелы. Выстрелы? Выстрелы, да, здесь стреляют. Вот мертвые продолжают войну. И я понимаю, что эти выстрелы звучат не в реальности, а в сердце тех, кто об этом говорит. Но они-то слышат это. И, по сути дела, значит, эти выстрелы действительно звучат. А потом, когда я вошел уже вовнутрь, ко мне вдруг прибежал один вот тоже местный житель и говорит, что над нами сейчас пролетели 2 гуся. Это 2 отставших гуся от каравана диких, которые летели на юг, и они пролетели точно над Сосы и над нами,
И он говорит, что, значит, духи отнеслись, ну вот они благосклонно отнеслись к тому, что мы здесь. И все это совершенно серьезно, и настолько это все сильно действует там, что просто вообще ловишь себя на том, что ты вот такой же, как они, ничем не отличаешься, и вот эти чувства, я вот полностью эти чувства разделяю. Это святилище, это место, где пролилось много крови. И, конечно, вот меня поразило, как вот местные жители к этому месту. Вот. Это не везде так. Мне кажется, что это вот возможно только в Якутии. То есть это какая-то просто магическая земля такая. Попадаешь, да. Вот и там другие законы природы, другие законы физики, просто все другое. Да, там же знаешь, нет в этом месте. Когда-то, когда Пепеляев и Строт там воевали, там же было 4 дома, это было селение. А теперь там только вот стоят вот эти, вот настоящий один дом и второй реставрированный. И в то же время там люди бывают. Там в стенах между бревнами изнутри торчат, например, там деньги, сигареты. Я тоже свою сигарету туда воткнул. Потому что, ну, как-то вот ты уже живешь здесь по этим законам, и мне кажется, что это было правда. Удивительно. А вот это удивительно, насколько Якутия живет этим событием. Леонид Абрамович, помните, была встреча в библиотеке, да, Олег? Помните, встал человек, у которого там, отец или дед как-то встречался со Стродом и рассказал историю, что там Строду подарили жеребенка, от которого он отказался и оставил. Ну, казалось бы, вот эта история, ну, подумаешь, какой-то жеребенок там, а ведь память живет в якутском народе, то есть это событие настолько важно, что даже деталь такая мелкая, как это подарок жеребенка Строду, от которого он отказался, и который там потом вырос в коня, вот такой вещий князь Олег, да, он живет в народе. А я еще воспользуюсь случаем, что я ворвался, вот Леонид Абрамович сказал о какой-то такой связи удивительной, которая проходит через вот Амгу, через Якутию. Я тоже его пытал, был на встрече с Леонидом Абрамовичем с читателями из Якутии виртуальной, и задал ему вопрос, что ведь Пепеляев, отсидев 13 лет в Ярославской тюрьме, был освобожден и жил 1 год в Воронеже. Меня ужасно интересовала жизнь его в Воронеже. Понимаете, человек, ему 42-43 года, он поступил на истфак педагогического института, то есть он захотел изменить свою жизнь, стать учителем истории в школе. Вот. И меня ужасно интересовало, как он прожил этот год в Воронеже. Леонид Абрамович мне сказал, ну, я не знаю много, но вот рядом была букинистическая лавка, куда он не мог не заходить. И известно, что в эту лавку приходил часто Мандельштам. Да, Леонид Абрамович, и они не могли не встретиться, наверное, да. То есть это удивительная какая-то связь Якутия, русская литература, культура. Вот. Мистика, одним словом. А еще я признаюсь, что я в Японии проработал много лет, и там главные герои японской культуры – это 47 ронинов. И вы знаете, вот ровно 47 солдат было в красном отряде, который был убит под Якутском, очень важный, там был бывший командир Строда, им командовал. И вот с этого Строд проникся местью, там вот принял очень личное активное участие. Вот эти вот цифры, это добавляет мистики ко всему тому, что происходило и происходит в Якутии. Да, что-то удивительное. Евдокия Михайловна, можно вас спросить? Слышите нас, да? Евдокия Михайловна. Да-да-да. А вот как вам-то там живется? Вот приезжают, мистика, гуси летают, там какие-то выстрелы раздаются ночью. Вот просто, говорю, какое-то заколдованное 39-е, 30-е королевство. Как же вы там, как вы там живете среди всего этого? У нас есть такой праздник СР. Это день равноденствия. В июне месяце 21 числа мы встречаем солнце. И как пройдет это лето, например, сено косим, да, заготавливаем там сено для лошадей, для коров и так далее, мы очень верим в дух огня, в дух, например, леса. Мы, например, в лес идем с детьми, да, по ягоды. Дети не должны шуметь. Дух леса это нам не простит. Мы всегда, когда приезжаем
например, в другие вот регионы, в другие вот улусы всегда с собой берем оладьи, чтобы дарить духу вот этой земли. И всегда это помогает. А когда мы бываем в СССР, раньше у нас был такой маршрут Якутск, Амгас, СССР, это туристический маршрут. И все дети, которые учились в городе, и не только в городе, приезжали, вот это было патриотическое воспитание, приезжали вот как весенние каникулы через СССР. Но когда они заходят в местный СССР, это алаз такой, там кругло все, да, алаз такой стоит, деревья такие, и есть там место, где штаб Пепеляева, штаб Строда были, да, всегда, когда вот эти проходили вот туристические вот эти экскурсии, дети всегда слушали без единого слова. И такое это место точно вот говорят. Когда мы даже сами выезжаем вот в тот алаз, да, у нас всегда какая-то умиротворенность. Вот недавно, когда владыка Роман только был назначен в Якутию епископом, приезжали вот с нашим земляком, ныне покойным Василием Егоровичем Харскалом в Амгу. И мы делали, вот помните, да, на площади Славы у нас вот в Амге, вот кто был у нас в Амге, вот помните, наверное, да, Валерий Владимирович, вы помните? Конечно. Слава у нас похоронено где-то 400 человек. Это уже центр Амгиста. И поэтому проходит, конечно, мероприятия и так далее, вот, но центр Амги, вот все это прошло, вот гражданская война прошла через наш Амгинский улус вихрь, это точно. Потому что началась гражданская война в декабре 21 года, 1921 года. И закончилась она в Амге вот, в 23 году. За эти вот 2 года жители вот Амгинского улуса, да, вот, жил на заимках, кто жил вот в поселке в Амге, да, в самом селе Амга, они очень жили, как сказать, приходят белые, да, спрашивают дорогу, где можно быстро пройти. Приходят красные, тоже спрашивают, потом говорят, почему вы белым указали дорогу и так далее. Но это были жуткие времена. Нам так рассказывали, все время так рассказывали. Когда кто-то живет в заимке, это мы говорим, это далеко от центра и так далее, да, вот тоже туда подходили вот белые, красные, искали вот путь побыстрее добраться, например, до Аяна, до города Якутска и так далее. Это отдельная, совсем отдельная история. И поэтому издревле мы почитаем вот духов земли и духов огня. Евдокия Михайловна, а расскажите, пожалуйста, о 8-м чуде света, без которого бы Короленко не стал писателем. Потому что в Амге есть утес Короленко, и если каждый, кто там побывает, он не может не стать каким-то творческим человеком. Да. Владимир Галактионович, когда сюда приехал, ему помогли, чтобы сюда попасть. Его школьный, как студенческий друг, потому что Амга Слобода была в то время прогрессивной. Здесь, когда он приехал, было 20 человек цельных. И жена тогда, вот, как Олег говорил, Татьяна Андреевна Афанасьевна, это вдова якутского купца, и вот он с ними подружился. Но без труда летнего, да, вот жатва, посев, скоту, например, сено заготавливать, они бы не могли выжить эту зиму. Поэтому они ходили вот именно на поймы реки Амга заготавливать сено, да. И 4 километра вот до Ямалакского утеса, и он всегда взбирался на этот утес, и он там встретил якута, старика, человека, вот якут, сено косил, и он там, как сказать, он там с ним поговорил, и его видение, вот именно народовольческое видение от него отошло. И он сказал, что мы должны любить этот народ, такой гостеприимный, такой, весь светящийся этот народ мы должны любить. И вообще должны любить народ. На этом Ямалакском утесе ему вот это пришло, вот эта мысль. И эту мысль он через свою жизнь провел с этой мыслью. А фотографии утеса есть у вас? И сейчас можем показать.
И там есть беседка Короленко. И это туристическая метка. Кто приезжает в Амгу, все спрашивают про гору Короленко, про его беседку. И там прекрасный вид, да, вы же сами там были. Конечно, я и хочу... Вот, посмотрите, какой потрясающий вот, да. вид. Да. Ага. Это вот красавица Амга. Да. Да. Остров. И вот любители отдыха вот, приезжают туда, рыбу ловят, купаются. Отдых хороший очень, летом в Амге. А я вот открою секрет, что Олег Гаврилович, какое замечательное отчество, не Гаврилович, а именно Гаврилович. Да. Его псевдоним Амгин, потому что он уроженец села Амги. Вот, так что для Якутии это действительно какая-то культурная столица. А я вот хотел спросить еще, я знаю, что Олег Гаврилович издает журнал «Илин». Да, вот, может быть, вы расскажете об этом журнале нам. Вы подарили мне несколько номеров, я их с огромным интересом прочитал. Вот расскажите вообще об этом журнале. Да, вот Илин, ну, это и в переводе «Восток», но само слово очень многозначное, да. Илин можно перевести как «вперед». Основа Ил – это вот народ, ну, то есть тюркская основа, да, Ил – объединение. Ну и потом сейчас у нас вот Ил-Дархан, Ил-Тумен, в общем, это слово, ну, как бы очень часто сегодня даже в политической жизни звучит Якутии, да. А так мы начинали в 1991 году, вышел тогда первый номер, и как выпуск, посвященный именно вот культуре, истории, философии народа Саха, целью познакомить россиян, ну и других народов именно нашей Якутии, да, вот именно интеллектуальным таким потенциалом, литературным, художественным. И ну вот, что еще сказать, ну, журнал, в общем-то, вот мы выходим в 1999 году, еще создавали там электронную версию, потом вот в 2001 обновили, и к нам, кстати, очень много писали и тогда, и сейчас, вот обращаются России и многие исследователи из-за рубежа, что они через журнал, вот именно то, что у нас оно находится именно в интернете, они знакомятся вот с Якутией, даже там писали какие-то, ну, туристы даже просили организовать там тур по Якутии и так далее. Ну, то есть вот в этом смысле журнал, он такой как бы культурный проект. Там мы ведь не просто издаем вот бумажную версию, электронной, а мы проводим конференции, встречи. Вот, ну, вот буквально там в прошлом году тоже вот запустили YouTube-канал журнала «Илин». Ну, там пока мы, значит, ну, я сам фактически веду там интервью с писателями Якутии. Вот Леонидом Абрамовичем буквально вот недавно запустили интервью с ним. Ну и там, значит, у нас гостили, но через Zoom. Ну, иногда там связь не очень идет, конечно, да, вот Андреем Геласимовым, Максимом Амелиным, там, Евгением Каминским. Ну, то есть наша задача не просто вот рассказывать о Якутии, но и через вот те ну, слова русского, российского писателя вот о Якутии тоже, чтобы прозвучало. Поэтому я обязательно спрашиваю вот в своем интервью, что вы знаете, как вы представляете Якутию, да, вот. И к нам, кстати, Юрий Кублановский приезжал, но я с ним не записал вот видеоинтервью, а вот ну, такое в бумажном виде в журнале, вот в прошлом году его интервью вышло. Так что Илин – это не только о Якутии, но мы хотим, чтобы он был таким мостиком, да, между Якутией, Россией, народами других стран и так далее. В общем, вот такой проект, можно сказать, культурный, да, и надеемся, что у нас дальше это будет как бы развиваться. Мы выпускали, кстати, приложения, книги, стихи, там исследования, кстати, очень интересное исследование о Платоне Аюнском, о последних днях Платона Аюнского, это в 90-х годах выпустили исследование известного якутского журналиста Дмитрия Кустурова, тоже пользовалась там тогда огромным успехом. Ну, в общем, вот такой проект «Илин. Восток».
Может так. Да, это очень здорово, и мне дорого, что вы упомянули имя Андрея Геласимова, который вот мой добрый друг и преподаватель литературного института, и, кстати, тоже участник наших русских суббот. И я помню встречи с Андреем Геласимовым, тоже очень запомнилась нашим слушателям, так что нас многое связывает. Еще я слышал вот из того, что сейчас в Якутии происходит, у меня так получилась очень интересная встреча с актерами, именно благодаря Андрею Геласимову. Я был во Владивостоке вот несколько дней, недель тому назад, и туда приезжал на гастроли русский театр якутский со своими спектаклями. И поскольку Андрей там преподавал у этих ребят, вел у них что-то, то вот мы тоже провели время. Они очень интересно рассказывали про Якутию, про якутское кино. Вот все говорят, что сейчас на каком-то необыкновенном подъеме, взлете находится якутское кино. Вот что бы вы могли про это сказать? Да, у нас, ну, сейчас якутский кино такой некий бренд, да, вообще Якутии, Да-да. и он очень разнообразный. Вот якутское кино, если там, начиная там, ну, буквально каких-то там хорроров, там, заканчивая там авторскими, да, там. Кстати, вот, ну, последний крупный проект, это, конечно, вот исторический фильм «Тыгындархан». И вот 27 октября будет показ в Доме кино. Ну вот там я вот хотел бы пригласить вас, Алексей Николаевич, но Леонид Абрамович я уже пригласил, да, вчера по телефону разговаривали, Валерий Владимирович, в общем, мне Татьяну кажется, это Владимировну тоже... обязательно пригласить. Да, 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 обязательно, обязательно. Потому что еще почему я вот как бы вот о Тыгын-Дархане, потому что это основано на романе, на историческом романе Василия Яковлева Далана «Тыгын-Дархан», да, то есть это вот, и, кстати, все фактически вот фильмы, которые получили признание, да, значит, «Царь-птица», например, гран-при Московского фестиваля, он тоже основан на очень хорошем художественном материале. Тоже автор Василий Яковлев, но другой Василий Яковлев, да, одна фамилия с Далана, замечательный рассказ, и вот основываясь на этом рассказе, вот фильм «Царь-птица», да. Ну и, кстати, вот последний тоже важный кинотавр «Успех Пугала», да, режиссер-то тоже амгинец, Дмитрий Давыдов из амгинского улуса, но и села Амга. Так что вот как-то очень интересно сегодня получается. Вот как бы Амга тут, да, связывающая. И мне кажется, вот якутское кино, ну вот Сахавуд, да, ну и так очень много тут. И кажется, то, что вот Антон Долин, ну, мне кажется, один из самых таких критиков, кинокритиков, его оценка, мне кажется, очень важна. То, что он дает высокую оценку, да. Кирилл Разлогов, к сожалению, его недавно не стало, да. Он несколько раз приезжал. Вот один из тех, кто поддерживал якутское кино, это вот Кирилл Разлогов, да. Поэтому вот такие люди, в общем-то, знатоки, так сказать, если оценили якутское кино очень высоко, но это стоит, наверное. И это удивительно было, мы даже сами удивились, как вот на стыке 90-х, 2000-х вдруг просто в маленьких селах ребята сами стали снимать, молодые, да, и отправлять свои фильмы на фестивали. Там, значит, совсем, значит, тоже молодой человек, он отправил в Канны, значит, короткометражный свой фильм, и он получил там, значит, какой-то приз, да, это вот в начале 2000-х было. То есть вот несколько таких слов можно вспомнить, что ребята, они вот как-то увлеклись фильмами и добились, в общем-то, вот успеха и профессионализма. Конечно, все начиналось с Сахафильма. Сахафильм был основан вот в 90-х годах, и вот наш первый, ну, в общем, получивший признание Алексей Романов, режиссер, да, он вот возглавляет и Союз кинематографистов Якутии. В общем, у нас самая целая плеяда блестящих, вот, и как бы уже мастера и молодые, вот сочетание этого. И основа, да, это артисты Саха-театра, артисты Русского театра. Вот, и самое главное, например, в Амге, там, кто сказал, Амгавут уже, да, там вот
Леонид Абрамович может помнить, там был вот с нами на встречах молодой человек, который играл в фильмах вот, Давыдова. То есть там тоже вот самодеятельные актеры. Да, вот, и они очень любят свои наверное, фильмы. Вот, так что это очень интересное явление. Мы сами удивляемся, радуемся просто. Ну да, поскольку Леонид Абрамович имеет большой опыт работы в кино, то вот его мнение. Смотрели вы какие-то фильмы якутские, Леонид Абрамович? К сожалению, нет, Алексей. Ну, значит, вот, может быть, для вас это тоже будет сегодня такая новость, что вот обратить внимание на якутское кино, потому что я думаю, это очень любопытно. И кто знает, может быть, и «Зимняя дорога» когда-нибудь будет экранизирована. Мне кажется, это мог бы действительно получиться такой очень интересный фильм, и если заинтересовать каких-то людей в Якутии, продюсеров, не знаю. Мне кажется, могла быть действительно очень такая интересная, яркая история, которая просто просится в кино. Она правда, мне кажется, этот роман не случайно, у него был такой успех, да, он получил 2 премии: национальный бестселлер и большую книгу. Мне кажется, даже нет такого другого произведения в русской литературе современной, чтобы вот одновременно получить в один год две крупных литературных премии. И я думаю, это абсолютно не случайная вещь, потому что этот роман задел какие-то очень важные вот струны в нашем сознании, в нашем отношении к нашему прошлому. Вот это вот все-таки белая правда, красная правда. И именно взгляд, когда действие происходит вот где-то далеко от Москвы, мне, кстати, на ум приходит еще, я не знаю, читали вы или нет, была такая замечательная повесть у Леонида Бородина, которая называлась «Третья правда». Она тоже была посвящена гражданской войне. И любопытно, при том, что Бородин же был человек такой очень антисоветский настроен. Он был такой ведь политзек советского времени, он сидел в лагерях брежневских, в андроповских. Но вот эта повесть «Третья правда» – это попытка вот понять вот трагизм, глубину гражданской войны. Там правда есть белых, правда красных и некая третья правда. Да? Вот эта третья правда, народная правда, вот об этом, собственно, Бородин написал. И мне кажется, что ну, не то чтобы роман «Зимняя дорога» там другой взгляд на вещи, но для меня все равно вот два этих романа – это действительно такая попытка вот глубоко разобраться в этой трагической братоубийственной истории, и тем более, что вот 100 лет нас отделяет, и с одной стороны 100 лет срок очень большой, с другой стороны мы видим, что, конечно, наше отношение к нашему прошлому по-прежнему остается таким очень, очень непростым, горячим. Мы продолжаем спорить, не соглашаться, обвинять друг друга, оскорблять друг друга, какие-то эпитеты друг друга навешивать. А вот именно желание понять прошлое, не судить прошлое. Прошлое нельзя судить, прошлое надо пытаться понять. И мне кажется, вот эта вот идея в романе «Зимняя дорога», вот именно она подкупила и читателей, и критиков, и всяких людей, которые присуждают литературные премии. Вот. И, кстати, я хотел бы еще сказать, что у Леонида Абрамовича в этом году вышел очень интересный роман, он такой очень разнообразный мастер, роман, который называется «Филелин». Я, честно говоря, это слово никогда раньше не знал, что такое слово существует. Вот. Хотя, если задуматься, оно очень легко понять. Фил Эллин, да, то есть это человек, который любит Грецию, греческая Филелин. И, оказывается, был такой термин, да, это, я так понимаю, не ноу-хау автора, а действительно было такое понятие, которое существовало в XIX веке. Это немножко уводит нас от Якутии, но вот как бы даже не просто Россия наша, да, вот весь мир, который является таким объектом внимания для Леонида Юзефовича, это, правда, жутко интересно и очень, очень современный роман. Вот я его так прочитал, да, вот какой-то роман о каких-то вечных русских проблемах, о каких-то вот вечных сюжетах, которые вот как-то вот не уходят из нашей истории, всплывают в новом обличии, и вот и маленький человек, и власть, и внешняя политика, и человеческая судьба, которая попадает вот в эти вот жернова истории, и как человек все-таки выплывает, как он побеждает историю. Вот если «Зимняя дорога» уж совсем такая трагическая книжка,
и судьба Пепеляева, это потрясающе, вот то, что мы с Валерой гуляли по Екатеринбургу, как он мне рассказывал, да, вот это вот, как его вызвал Егода Пепеляева там в 1935 году, там, и вот это действительно год, жизнь после смерти, год в Воронеже, ну, говорит, такая трагическая история. А то, что в Филеллине, это такой, я и прочитал как роман отчасти авантюрный, да, и это правда очень здорово и интересно, и я с удовольствием вот нашим слушателям этот роман рекомендую обязательно эту книгу прочитать, потому что, я говорю, вот это очень многое объясняет в нас самих, вот этот пресловутый генетический код. Мне кажется, вот именно Леонид Юзефович из всех современных писателей как-то точнее всего его нащупывает, определяет, поэтому вот, Леонид, огромное спасибо за то, что вы делаете в литературе. Это правда. Я понимаю, что иногда не очень ловко слушать, когда тебя так вот в глаза хвалят, но это, ей-богу, от чистого сердца. И вот мой друг Валерий Частных, который узнал о существовании писателя Юзефовича, как я понимаю, недавно, да, и тоже для себя этого писателя открыл, но, правда, здорово приобрести такого читателя. А я тебе могу сказать, что ты удивительно тонко подвел нас к следующему нашему гостю, потому что ты озвучила мою мечту. Я, на самом деле, ее дерзко высказал, вот, в присутствии и автора романа, и в присутствии человека, которого сейчас представлю. Я так же, как и ты, сказал, надо показать, рассказать об этом. Вот, и сказал, Андрей Исаевич, поставьте. Вот, хотел представить вам Андрея Исаевича Борисова. Я надеюсь, он здесь скрывается. Да. Добрый день. Добрый день. Вот, Андрей Исаевич Борисов, представлю вам, это народный артист Российской Федерации, лауреат государственной премии и СССР, и Российской Федерации, художественный руководитель Саха академического театра имени Платона Алексеевича Аюнского. Андрей Исаевич был министром культуры и духовного развития Республики Саха в течение 24 лет. Вот. Надо сказать, я вот предварю, нужен такой пролог. Когда я готовился к Якутии, да, я ничего не знал о ней, я просто тыкал в YouTube разные ролики, смотрел, вот, и видел, нашел ролик, где удивительно симпатичный, импозантный такой интересный человек, увлеченный, увлекательно рассказывает об эпосе Олонхо. Я тогда первый раз услышал это слово, и я просто не мог отключиться, стал слушателем и слушать. И когда я приехал в Якутию, вот Олег Сидоров меня встретил, был Вергилием таким. И я ему говорю, Олег, я не запомнил ни имя, ни фамилию, но я просто влюбился в этого человека. Он рассказывает об Олонхо, интересно. Он говорит, это Андрей Исаевич. Я говорю, ну, наверное. Но потом через день я уже понял, что это просто культурный код в Якутии, Андрей Исаевич. Можно даже не говорить Борисов, потому что Борисов – это такая популярная… Андрей Исаевич рассказывал так, был момент в истории Якутии, когда был президент Борисов, премьер-министр Борисов и министр культуры Борисов. Это были три разных человека. Да? И когда приезжали чиновники из Москвы, говорят, что это у вас все родственники какие-то Борисовы. Вот. На самом деле, вот, действительно, куда бы вот мы ни приехали, и только называешь Андрей Исаевич, все, там двери открываются, люди начинают улыбаться, все. Так что вот это действительно, я понял, что это культурный код Якутии. Человек, который, собственно, на мой взгляд, вообще создал современную такую культуру и идеологию Якутии. Но не буду в глаза хвалить, вот, просто счастлив, что он пришел сюда. Вот, Андрей Исаевич, вот люди, которые сюда пришли, в принципе, так же, как и я, до июля, они плохо себе представляют Якутию, якутскую культуру. Вот если бы вас попросить там в 3-4 словах представить якутскую культуру, какие бы вы слова отобрали для этого? Да, добрый день. Во-первых, я вот, ну, понятно, что хочу поблагодарить за то, что вот Валерий Владимирович меня как бы в контекст вот таких личностей включил. И мне очень и очень лестно, что я рядом и ректор, и, значит, выдающиеся писатели, вот, и МГУ, и литературный институт. Для меня очень лестно. Ну, а теперь, значит, по поводу вопроса, получается так. Вот я байку одну коротко расскажу, вот, в связи с кино. Значит, ну, один из журналистов приехал из Москвы
А Москва начала нами интересоваться очень как-то активно в последние вот десятилетия культурой нашей, кино. И пришел Министерство культуры и спрашивает, а в чем вот феномен якутского кинобума? А девушки, которые занимаются кино, они говорят, это Андрей Савич знает, у него спросите, он все расскажет. Да? Тогда этот молодой человек сказал, не, Андрей Савич не надо, он сумасшедший, сказал. А все поразились, почему сумасшедший? А он говорит, он начнет про Алан-Хо говорить. Так? И вот я репетировал в театр, он приходит в театр, там подходит, ну, естественно, пришел ко мне, куда ему деться. И он пришел с микрофоном, ну, с камерой так. И я с репетиции выхожу, весь взъерошенный такой. И вдруг он меня тут же спрашивает, чем вот феномен кинобума якутского. Я, зная, как он ко мне относится, я подзываю его к себе и говорю, в якутском эпосе Алан-Хо, и вдруг глаза у него округляются, чуть хотел бы уйти, я говорю, подойди. Монтажное мышление, как ни в каком эпосе, там все построено на монтаже. Он очень такой киношный, очень такой театральный такой. Я ему говорю, а что в кино самое главное? Он говорит, монтаж. Ну вот так. Ну и потом я говорю, вот хочу тоже Олегу напомнить о том, что и Сахафилим, вот как он сказал, и ребят отправили учиться в Москву, и даже министр культуры тогдашний сам снял фильм, который был, значит, назывался «Тайны Чингисхана». Этот фильм был представлен на Всемирный кинофестиваль в Монреале. Я дебютировал как дебют такой, да. То есть оттуда все ребята, которые сегодня кино снимают, оттуда они вышли, все родом оттуда, чтобы не забывали я, вот, напомнить Олегу хочу так, да. Они просто так, какие-то молодые ребятишки бегали и вдруг начали снимать кино. Так. Но и вот Алан-Хо. Следующим фактором является ЭСЭХ. Ну, не говоря уже о Кулаковском, о писателях, о Платоне Аюнском, об Алампа Сафронове, вот, Николай Лугинов. Вот, когда думаешь о них, то сразу возникает, конечно же, вся наша якутская культура, Чорон наш, Чорон. Ну и потом самое главное, якутская культура опирается на алгысе. Алгыс – это благопожелание, это молебен высшим божествам. Вот самое главное. Ну, вот так, коротко, наверное, так. Потом, кстати, Владимир, вот у якутов есть такое выражение. Они встречаются и говорят, так мало времени, давай лучше помолчи. Да, а еще мне нравится, как якуты приветствуют. Это Андрей Исаевич, удивительная история. Так как я преподаю русский язык иностранцам, тоже мой основной метод – это история. Когда расскажешь, люди по-другому воспринимают то, что ты преподаешь. Андрей Исаевич рассказал, говорит, ты знаешь, как якуты приветствуют? Я говорю, нет. Ну вот есть такое приветствие, они задают вопрос, когда уедешь? Вот, говорит, как-то прилетел в советское время какой-то чиновник высокий, вот, ЦК партии, а его поручили встречать якутскому чиновнику. Он очень волновался. Вот, и когда вышел из самолета представитель из Москвы, вот, якутский чиновник подбежал к нему, обнял и сказал, когда уедешь? Вот, поэтому мне это очень понравилось, это приветствие прекрасно. Вот, но Андрей... Тебя спрашивали, Валер? А? Тебя спрашивали, когда уедешь? Ну, во взглядах я иногда ловил этот вопрос, когда слишком много вопросов задавал. Но вот Андрей Савич сказал об Алан-Хо. Я когда готовился к поездке, я думал, что это просто эпос, да, знал название, Нюргун стремительный, думал, это как типа наш Илья Муромец. Но когда я приехал в Якутию, я понял, что это больше, чем эпос, это как бы отношение к жизни. И есть институт Алан-Хо, который исследует тайны Алан-Хо, потому что взгляд на человека, на природу содержится вот в этих рассказах. И потом Алан Хасут, исполнитель Алан-Хо, это профессиональный филолог, который себе на жизнь зарабатывал именно тем, что он ходил из поселения в поселение, рассказывал Алан-Хо. Люди собирались, ему приносили еду, так он жил. Он не был богатым. Вот, он не держал там, не работал на земле, но вот он этим жил. Так что вот эта профессия филолога Якутии, она давно известна.
Андрей Исаевич создал в 2008 году театр Олонхо. И вот я хотел бы Андрея Исаевича попросить рассказать, что такое Олонхо и чем он отличается от других театров. Ну, театр Олонхо это классический театр народа саха. Вот я думаю, что не надо путать классику, да, с классическим театром, потому что, сравнительно, можно сказать, сравнительно это театр, но японский театр, но театр кабуки или пекинская опера или кутьятам, значит, индийский кутьятам. Это классический театр народа саха. Немного народов могут претендовать и, скажем, даже так, как бы сказать, гордиться тем, что у них есть классический театр. Это первое. Это оперный театр. Но эта опера основана на якутском мелосе. Якутском мелосе. Это не опера в том понимании, в каком мы понимаем итальянскую оперу, да, или русскую оперу. Так. Театр Олонхо – это театр как бы самых главных основ культуры народа саха. Он транслирует главную философию, главное мировоззрение и главную, значит, религиозное воззрение народа саха. Вот, коротко так. А вот вообще для Андрея Савича очень интересно отношение к звуку. Да? Вот, например, он проверяет там характер человека и вообще смотрит, когда приходишь к нему в театр, нужно ударить в колокол, да, и он по звуку там уже говорит, какой человек. Вот в Олонхо, в эстетике Олонхо, наверное, не совсем правильно сказать эстетика, вообще в исполнении Олонхо есть такой вот звук, который настраивает исполнителя на общение с духами, да, и это важный звук, и это красота Олонхо именно вот в этом звуке. Как он называется, Андрей Савич? Это, вообще якуты здороваются тоже странно. Они говорят «капсе», а «капсе» – это рассказывает. А тот, к которому ты обратился, он ему отвечает «нечего рассказывать, ты рассказывай». На это говорит «нет, нечего рассказывать, а ты рассказывай». «Эн капсе», «хох, капсан, хох, эн капсе». А потом так они долго говорят, до утра могут разговаривать. Если интонацион, это уже начало... Уже, если ты сердито сказал «капча», или там, интонация очень важна. Но калыгах, вот, про который вот вы говорите, калыгах, это форшлаги, это информационный чип, назовем так. Да? В любом песнопении, якутском песнопении, тоюк называется. А тоюк льется, как Платон Аюнский говорит, льется с небес. Тоюк, тексты, мелодия тоюка, вот этого характерного песнопения якутов льется с небес. Говорят. И там есть вот характерный фаншлаг. Там это заложено, я называю это информационный поле, он как бы антенна в информационному полю. Калыгах, колысах. На якутском языке колыса, на русском колысах. Или без Калыгах. Калыгах. Французская. Вот. А вот я уже говорил, что Андрей Исаевич почти 25 лет был министром культуры, и в то же время он оставался режиссером. Вот он сейчас рассказал о фильме «Тайна Чингисхана». Вы знаете, я после Якутии убежден, что мать Чингисхана, она была якуткой, потому что исполняла ему песни Олонхо. Вот. И это в фильме так очень хорошо видно. Кстати, в фильме роль матери Чингисхана играет жена Андрея Савича Степанида. Удивительная исполнительница якутских народных песен. И вообще вот этно-рок в исполнении Степанида – это удивительное искусство. И вот, оставаясь режиссером активным, получая премии, он был министром культуры, то есть это чиновник, который должен, мне кажется, смотреть на действительность не так свободно, как режиссер. Но Андрей Савич сказал, не, это действие одного порядка. Да? Как вы совмещали эти две деятельности? И что самое главное вот на посту министра культуры, что вы создали? Чем вы можете гордиться, вот так скажем? Дело в том, что вот когда меня вот уже 20-30 лет спрашивают на эту тему, я сейчас государственный советник
всей Якутии. Так. И меня все время спрашивают, как ты... Но я всегда им отвечаю, что вы забываете, что моя профессия режиссер. Режиссер – это 99% организатор. А министр культуры должен быть организатором, значит, регулировать, организовывать, давать импульсы всем процессам, которые созревают в культуре. Поэтому так и получилось, что за 24 года, ну и теперь я отвечаю за культурный процесс в Якутии, значит, были созданы очень даже большие направления. Вот кино оттуда возникает, и я называю это площадной театр, значит, стадионный театр, тут огромный, по 5-7 тысяч человек, мюзикл делаем стадион. Не говоря уже о том, что ЦЕХ Аланхо, становление высшего художественного образования, высшее учебное заведение. Я долго был ректором, вот, кино, вот, как я говорил, цирк и так далее. Да, говорят, аж 24, значит, учреждения за это время были созданы. Так. Но из них точно уж 13-14 это совершенно новая инфраструктура организовалась в республике. Но дело в том, что это не потому, что там, ну, я министр, оно само собой должно было тоже возникать. Другое дело, это очень так системно друг за другом возникало, и они сейчас очень даже хорошо работают, все учреждения. И первый президент Михаил Ефимович Николаев, и Штуров Вячеслав Анатольевич, и сегодня вот глава очень-очень серьезно поддерживает нашу культуру. Поэтому эти процессы были очень легко, так сказать, были, значит, как бы созданы этим учреждением. Но я всегда повторяю, еще раз повторяю о том, что творчество, сотворчество, даже когда 90-е годы, когда по 5-6 месяцев зарплаты же не получают, и ко мне люди культуры приходили, играли аж траурный марш там как его, оркестр на площади Ленина стоял, играл траурный марш там, да. Так даже в это время творческая поддержка вот идей, замыслов творческих людей, оно в результате этого были созданы вот многие наши учреждения, про которые я говорю. А вот, Андрей Исаевич, у росы вот это вот то, что объединяет якутский народ, это же тоже удивительно, это же ваша инициатива, чтобы по всей Якутии они строились. Это же такое, даже не назовешь это не храм, не клуб, это что-то общее, да, что объединяет якутов. Да, это вот, ну, по легенде, наш первопредок, культурный демиург Эллей Батур, он построил берестяную росу, и там провел первый храмовый молебен, обратился к высшим божествам, Алгыс про благопожелание сказал там, и поэтому оттуда вот исходит как бы идея моя построить по всей Якутии такие купольные дома, дома культуры купольные. И они дают возможность менять пространство, потому что, ну знаете, в свое идеологическое время у нас клубы какие были? Сцена, значит, зрительный зал и все так. Зрительный зал пустует так. А когда, значит, круглое пространство, сцена меняется, пространство меняется, многообразные, многоплановые, многофункциональные мероприятия происходят. И это очень хорошо было воспринято, значит, сельскими, значит, руководителями сельских, ну и районов и так далее, улусов. Вот теперь, значит, у нас в республике строится 3 урасы. Вот. Валерий, вы это видели, так, 3 огромные 30-метровой высоты, и там будет размещаться театр Аланхо, Саха-театр и Якутская филармония. А вот мы когда разговаривали с Андреем Савичем, общались, и я говорю, ну вот у вас на Востоке, а он говорит, у кого это у нас на Востоке? Я говорю, ну как в Якутии. Он говорит, ну интересно, что вы нас как Восток воспринимаете, а мы-то вообще северяне. Да, и я подумал, что действительно я с этим Востоком. Вот. Просто дело в том, что Андрей Савич, он является создателем и первым ректором Арктического государственного института культуры и искусств. Арктика – это тема особая сейчас, да, геополитическая и, как оказывается, культурная. Вот, Андрей Савич, как возникла идея его сознания и кого готовит этот университет? Значит, Арктический институт культуры и искусств АГИКИ возникло, хотите верьте, хотите нет,
из моего спектакля «Желанный берег мой» по произведению Чингиза Айтматова. Чингиз Айтматов, знаете, написал «Беги, пес, бегущий краем моря», о малочисленных народах Нивхов, которые в море, там охотники, они в тумане пропадают, и там мальчик спасается, единственный мальчик. Его спасает птица Агугук, Агюкю, которая, это сова, полярная сова, которая летит от одного берега к другому и показывает направление. Он спас мальчика. И я тогда в 90-е годы понял, что если мы не создадим археологический институт, то таким образом мы потеряем нашу культуру, поскольку, помните, там, да, ориентиры, идеология и так далее. Значит, и не говоря уже о том, что дети не могли поехать учиться в вузы Москвы и так далее, другие вузы. И поэтому был организован этот институт, и там главным символом является птица Агугук. Это полярная сова, которая летит от одного берега в сторону Ледовитого океана, соответственно, Арктика, север. Вот. Мы северная Евразия. Северная Евразия. Сейчас я организовал институт, который называется Институт геокультурного развития. И сейчас нам надо будет разобраться о нашей геокультурной идентичности. Потому что, как ни странно, мы до сих пор еще не разобрались, в чем наша геокультурная идентичность. Многие якуты считают, что якутские даже деятели культуры считают, что, значит, мы тюрки, и правильно считают, корни тюркский, язык тюркский, так. Но 1000 лет живем на севере, на вечной мерзлоте, и мы еще не поняли, что мы северяне. Наш праздник Бесехт – это южный праздник. Вот. Олег пишет тоже свои произведения, значит, на эту тему, поэтому такой институт создан. И я там являюсь генеральным директором, и я буду разворачивать культуру в сторону севера. Весь фронт культуры в сторону севера. Прекрасно. Вот. Андрей Савич, и последний вопрос. Вот. Но я знаю, что вот Алексей Николаевич Варламов его ненавидит, этот вопрос. Вот, то есть вот, он говорит, это самый ненавидимый вопрос, но его все задают, и я не могу не задать. Вот. Потому что все хотят это знать. Расскажите о своих творческих планах. Вот я солидарен очень большим писателем, который, значит, Варламовым, который говорит так. Это тоска отвечать. Поэтому я каждый раз отвечаю таким образом. Я родом из русского театра. Саха, академический театр, которым я долгое время руковожу, он был создан в православном храме. Даже когда строили новое здание, я архитекторам говорю: ребята, может, вы сделаете такой над нами купол? И они купол такой другой сделали тогда. То есть я оттуда род. И Великая русская театральная школа, она удивительная, про которую даже сам русский театр начинает забывать. Все больше европейская ментальность театра влияет на русский театр. Я беспокоюсь за русский театр. Поэтому, значит, я думаю о том, что в моих планах обязательно постановки спектаклей и в русском театре, и в других театрах таких. Но с другой стороны, я никогда не знаю, что я буду ставить. Вот это вот, поверьте мне, я вот сегодня не знаю, что буду ставить сегодня. Но я уже знаю, у меня есть такое предчувствие замысла. Я чувствую, ощущаю, что какое-то вот предчувствие такое есть, а назвать, что я буду ставить, каким творчеством буду заниматься, я не знаю, но буквально вот сейчас я составил 7 дней моей дате, 17-летию, как я говорю, 7 дней, и там будет показан спектакль последних лет, и среди них спектакль, который называется «Алитет уходит в горы». Это Семушкин, такой писатель был. Тихон Семушкин. Да. Русский писатель, который по заказу, не только по заказу, но оттуда он с Чукотки жил, написал потрясающую историю. И сейчас я по-другому посмотрел, и я увидел там, у меня будет премьера «Алитет уходит в горы». Это север, это чукчи, малочисленные народы, и Америка, и русский человек, и чукотский человек, якутский человек. То есть мне очень это интересно.
Спасибо большое, Андрей Алексеевич. Ну, я это понимаю хорошо, потому что у меня есть друг в Петербурге, художник Александр Войцеховский по прозвищу Петрович. Вот он говорит, я никогда не знаю, когда я начинаю рисовать, я никогда не знаю, что я нарисую. Я могу начать рисовать машину, а потом получится балерина. Так что я это очень хорошо понимаю. Вот. А вообще я хочу сказать, что, завершая интервью, что Андрей Исаевич один из самых интересных собеседников, которые я встречал в жизни, потому что все его ответы, они удивительно неожиданны, да, и нестандартные. Вот я очень ждал встречи, когда Леонид Абрамович путешествовал по Якутии, ждал их встречи, потому что я уже озвучил свою мечту, чтобы Андрей Исаевич поставил зимнюю дорогу. Ну, вот, и я после встречи спросил: Андрей Исаевич, ну как вам, понравился Леонид Абрамович? А он мне, Андрей Исаевич, сделал паузу и сказал: ну, сегодня утром я вышел, и мне понравилась одна девушка красивая, которая удивительно шла по первому снегу, который выпал в Якутии. И он сказал, я сразу вспомнил стихи, я их не знал, честно говоря, и полез сразу в интернет, стихи удивительные. «Скудный луч холодной мерою сеет свет в сыром лесу. Я печаль, как птицу серую, в сердце медленно несу». Вот, и удивительно сразу, как бы такой вот поэтический звук дал настроение на весь день. А написал стихотворение Мандельштам. Вот, и опять как-то мы возвращаемся в Воронеж, опять связываем